Доброе утро, и мы продолжаем наш эфир. По традиции, на территории Северо-Восточного федерального университета расположилась деревня спортсменов 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». И уже сегодня в 15:00 состоится торжественное открытие в деревне. В связи с этим я рада представить вам нашего утреннего гостя, мэра деревни спортсменов 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» Дмитрия Валерьевича Солопова. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий Валерьевич. 22 вида спорта, более 4000 спортсменов. Сколько на сегодняшний момент обустроилось в кампусах делегаций, сколько человек, да, и нам известно, что до сих пор еще идет заселение. Ну, буквально мы вот недавно встретили, значит, представителей Афганистана и Киргизии, вот, спортсменов только вот сегодня утром. Вообще, в общем, на сегодня в кампусе деревни спортсменов заселено 1260 спортсменов, тренеров, в том числе представителей. Вот. Сейчас вот тоже как бы ожидаем рейс. Ежедневно у нас поток увеличивается. Значит, сегодня это, можно сказать, пик будет встречи, да, 988. Ух ты, человек это мы должны встретить сегодня, сегодня. Угу. И днем, и ночью в круглосуточном режиме идет встреча. Мы даже не ощущаем усталости, можно сказать. И между делом забегаете к нам на эфир, причем, да, на прямой. Да. Но сегодня уже состоится открытие, то есть открытие состоится не со всеми, да, еще не полностью. Ну, как бы основная масса вот будет заселена, заедет основная масса, поэтому мы 5 число поставили, утвердили. И не только из-за этого, в связи с тем, что 6-го будет на Туймаде открытие 6-х игр, основное открытие, поэтому мы утвердили 5 число. А сколько всего объектов, общежитий задействовано? Вообще вот по деревне спортсменов, если взять, то это 30 объектов, вот, 12 из которых это места проживания, общежития Северо-Восточного федерального университета, 12 объектов питания, 2 объекта проведения спортивных соревнований и 3 объекта тренировок. Вот. 3 объекта. Да, 3 объекта. Ага. Но сегодня... Они у нас все готовы, вот, аккредитацию все прошли, конечно же. Мы вот сейчас уже те команды, которые заехали, активно тренировки проводят. Вот. Ну, спортсмены активно уже готовятся. Все уже пункты питания задействованы. Да. Сегодня уже вот состоится открытие. Что ожидается на открытии? Ну, на открытие у нас проходит театрализованном стиле. Вот. У нас как бы танцевальные клубы участвуют, да. Вот. Клуб Ситим, Кюндель и, как я знаю, Каталык. Вот. Это в национальном таком формате пройдет все. Вот. Я думаю, нашим гостям все это понравится. У нас установлено, значит, место проведения. Это в 67-м квартале города Якутска, там, где у нас 8-7 общежитие, у нас там сквер, вот, установлена сцена, и мы сегодня готовимся. Вот. Ну, любой может прийти посмотреть, или это закрытое открытие деревни? Ну, дело в том, что с сегодняшнего дня уже кампус полностью закрыт. Вот, туда доступ имеют только аккредитованные люди, да, вот, жители и сотрудники, спортсмены. Вот, вход на территорию кампуса только по бейджам. Вот, значит, круглосуточная охрана уже установлена, поэтому кампус, территория охраняется уже полностью. Ну, вы уже упомянули, что на территории находится несколько общепитов, да? Или один общепит? Общепитов несколько. Несколько общепитов. Да. Вот интересно было бы узнать, какое составлено меню для спортсменов, что входит в стандартный завтрак, обед, ужин спортсменов? Ну, вообще такого какого-то стандарта нет. Стран, значит, 37
у нас сегодня, да, ожидается. И поэтому специфика каждой страны учтена. В целом, значит, в связи с тем, что это азиатские страны, конечно же, там пряности, острые, вот как бы все эти специи, да, учтены. В целом это как бы мясо, рыба, курица, вот все это есть, молочная продукция, они очень вот как бы. И по ходу, когда вот заезд идет уже и начинают, значит, спортсмены посещать пункты питания, они свои пожелания как Уже бы, лично. да, лично уже передают, и в ходе это все корректируется обязательно. Ну, наверняка есть такие страны, которые не употребляют мясо, свинины, там, скажем. Ну, определенные диеты спортсмены все, конечно же, значит, придерживаются. Есть такие виды спорта, в которых диета обязательно нужна. Вот. Есть, значит, виды спорта и спортсмены, которые, наоборот, которым необходимо усиленное питание, да, вот, витамины и так далее. Вот. Поэтому здесь таких каких-то больших ограничений нету. Вот. Но в рамках того, что утвердил Роспотребнадзор и что утвердила комиссия по питанию. Вот у нас все это составлено. Дмитрий Валерьевич, нам известно, что на территории Олимпийской деревни все вот эти дни, вплоть до закрытия игр, будут проходить различные мероприятия, да, для спортсменов, для гостей. Что за мероприятие, что будет интересного? Ну, мероприятий будет, конечно, много, но они не будут, значит, вразрез идти спортивным мероприятиям. Мы учитываем это, конечно же, но досуг обязательно как бы необходимо организовать для спортсменов. Вот, поэтому мы будем проводить через день, допустим, примерно различные мероприятия. Это open-air, так называемая дискотека под открытым небом. Вот. Также в программе у нас очень хорошее мероприятие, это веселые старты. Для детей это всегда праздник. Вот. Значит, это надувной барьер будет установлен, где будет полоса препятствий, и команды будут сформированы и будут принимать участие. Также, значит, у нас намечается презентация, как говорится, наших национальных видов спорта, вот, и где участники зарубежных стран могут принять участие. Ну и в общем и целом закрытие тоже уже в формате молодежном пройдет. Вот. В целом так. Спасибо, Дмитрий Валерьевич, что пришли к нам этим утром, несмотря на плотный график, плодотворной вам работы. И увидимся в деревне спортсменов. Спасибо.